Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Безопасен ли пляж? Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии завершили осмотр всех пляжей на территории страны. Русские художники в Абхазии. К празднованию Дня России в Центральном выставочном зале в Сухуми открылась выставка, где представлены работы художников, которые жили и творили в Абхазии. Спасем жизнь вместе. Чтобы спасти двухмесячного Нестора Жиба с редким и тяжелым заболеванием, необходимо собрать 150 миллионов рублей. Генеральной прокуратурой проводятся внеплановые мероприятия, направленные на погашение задолженности за потребленную электроэнергию государственными предприятиями, юридическими и индивидуальными лицами перед РУП «Черноморэнерго». В ходе проверки были истребованы списки абонентов, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию. Должники были уведомлены о необходимости погашения числящейся за ними задолженности. В результате принятия мер прокурорского реагирования за период с марта 2022 года по настоящее время погашена задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4 миллионов 900 тысяч рублей. Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, сообщает спутник Абхазия со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Худова. Мы с большим интересом относимся к Йемену, однако сегодня там сложная ситуация, идет фактически гражданская война. Конечно, будем следить за развитием событий и надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется, войдет в мирное русло, и мы сможем проработать базу для установления дипломатических отношений, прокомментировал инициативу Йемена Баграт Худова. Абхазия будет двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и правосубъектности страны. Так прокомментировал министр иностранных дел Инал Арзанба предложение Йемена об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Глава МИД отметил, что Абхазия развивает активный и заинтересованный диалог с партнерами, с которыми пока нет дипломатических отношений. Это десятки стран. Часть из них принимала участие в недавнем абхазском форуме в Москве, подчеркнул министр. К другим новостям. Купальный сезон в Абхазии официально стартовал 5 июня. О том, готовы ли к нему пляжи республики, смотрите в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии завершили осмотр всех пляжей на территории страны. Всего их значится 20. Согласно существующему законодательству, городские пляжи находятся в ведении местных органов власти и руководителей туристических объектов, на чьей территории они размещены. МЧС Республики Абхазия осуществляет лишь надзорные функции по соблюдению установленных правил. Для полноценного функционирования пляжа необходимо осмотреть и очистить прибрежное дно от предметов, которые могут нанести повреждения купающимся, купальную и техническую зону огородить буями, обеспечить наличие спасательного поста со спасателем и плавсредством, установить сигнальную мачту, разрешающую или запрещающую купание. Официальное открытие купального сезона состоялось 5 июня и, по словам руководства ГИМС МЧС Абхазии, полностью соответствует установленным параметрам 8 пляжей. А именно в селе Тамыш пляж ООО «Золотое руно-2020», пляж Гулырыбского района, несколько купальных зон в Сухуми, это пляжи общества с ограниченной ответственностью Аксельсия, Дельмар, Сани-Бар, пляж тургостиницы Айтар, ИП Киланава, а также купальная зона ООО «Напра Холидей» в Гагре. На всех остальных пляжах в той или иной мере не устранены те или иные недочеты, о чем Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии уведомила руководителей районных администраций и объектов, к которым относятся соответствующие пляжи. Усилен контроль технического состояния маломерных судов.
а также наличие у их владельцев разрешительных документов на эксплуатацию. Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил использования гидроциклов, прогулочных лодок, катамаранов исключительно за пределами купальных зон во избежание несчастных случаев на воде. Маленькому Нестору Жиба поставили диагноз спинально-мышечная атрофия. Редкое и тяжелое заболевание, поражающее спинной мозг и мышцы. У малыша есть шанс на здоровую и счастливую жизнь, но для выздоровления необходим самый дорогой в мире препарат. Подробнее в репортаже Гугуцы Вардания. Розовые щечки, губки бантиком и милейшая улыбка. Маленькому Нестору Жиба всего месяц и 26 дней. Малыш родился 14 апреля. В сочинском роддоме у ребенка взяли обязательный анализ на генетические заболевания. Ответы пришли неутешительные. Месячному малышу поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, сокращенно СМА. Позже с нами связались, сказали, что пришел сомнительный результат и нужно подтверждение. Мы поехали, сдали кровь, и через 2 недели, получается, вот 7 числа нам позвонили и сообщили об этом ужасном заболевании. То есть на данный момент у ребенка нет никаких проявлений болезни, и иначе бы мы пока что никак бы не поняли, что у нашего ребенка есть данное заболевание. Спинально-мышечная атрофия – это болезнь, при которой медленно погибает спинной мозг. Постепенно развивается мышечная слабость. Мышцы слабеют, затем происходит нарушение дыхания, питания и становится тяжело глотать. Болезнь носит прогрессирующий характер. От заболевания можно вылечиться полностью. Необходимо сделать всего 1 укол, но стоимостью почти в 150 миллионов рублей. Сумма неподъемная. Препарат Золгенсма является самым дорогим лекарством в мире. Нам нужно как можно быстрее его сделать, пока не проявились симптомы болезни у ребенка, чтобы он мог не отличаться от других детишек, чтобы у него была возможность ходить, бегать, жить полноценной жизнью. Из-за мутации в геноме человека происходит сбой. Починить ДНК можно при помощи микроскопических инструментов, которые содержатся в уникальном препарате Золгенсма. В организм ребенка вводится ген, вырабатывающий нормальный белок, которого у малыша генетически недостаточно. СМА – наследственное заболевание. Оно связано с мутациями в гене. Чтобы болезнь проявилась, носителями мутации должны быть оба родителя. Когда встречаются 2 данного гена, то в 25% рождается больной малыш, в 75% рождается здоровый. К сожалению, мы попали в тот процент, где рождается ребенок с этим геном. Прорывной и самый дорогой в мире препарат, как и любое инновационное лекарство, имеет строгие показания и подходит он, к сожалению, не всем пациентам со спинально-мышечной атрофией. К счастью, Нестору он подходит по всем показателям. В России создана организация, которая помогает приобрести дорогостоящий препарат. Это фонд «Круг добра», но очередь в круг огромная. Малышей с таким диагнозом немало. На данный момент как раз-таки мы попадаем под все условия данного круга. Но там большая очередь, есть определенная комиссия, которая решает. То есть по условиям пока что мы попадаем. И также нам помогают близкие, знакомые, люди, которые даже нас не знают, чтобы нас приняли в данный круг. И стараемся, надеемся, что они нам смогут помочь. Самое важное – не упустить время. У маленького Нестора Жиба пока нет никаких проявлений болезни. Главное – успеть сделать укол до появления клинической симптоматики. Родители маленького Нестора в социальных сетях обратились ко всем неравнодушным с просьбой о помощи и почувствовали огромную поддержку. За 2 дня собрано 20 миллионов рублей. Очень много людей, которые отозвались и готовы нам помогать, и помогают. Мы собрали уже достаточно внушительную сумму. Люди помогают, кто переводами денежных средств, кто распространяет информацию, кто пытается нас связать с врачами, с людьми, с клиниками, где есть данное лечение. То есть мы даже не ожидали такого отклика, когда мы увидели, что люди так помогают. У нас появился шанс, надежда, и нам стало легче. К беде семьи Жиба не осталось равнодушных людей. Различные организации, заведения, люди в разных сферах деятельности объявляют благотворительные сборы. Репосты о помощи маленькому Нестору за эти дни можно увидеть и у российских звезд – Джонни, Хамаи, Стаса Михайлова и других.
Говорят, что если малыш улыбается во сне, он видит ангелов-хранителей. Именно в таком настроении был маленький Нестор на момент прихода нашей съемочной группы. Видимо, чувствует поддержку каждого из вас. А еще говорят, что здоровье за деньги не купишь. Но это именно тот случай, когда каждый рубль может подарить здоровую и счастливую жизнь малышу. На сегодняшний день собрано 20 миллионов рублей. Необходимо еще 120 миллионов. Родители Нестора благодарят всех откликнувшихся к их беде и просят о дальнейшей поддержке. Способы помощи малышу вы сейчас видите на своих экранах. Еще больше информации на страницах родителей малыша. Нарта Жиба и Сабина Авицба. Гугуца Вардания, Тимур Гугохия. Абхазское телевидение. В Оренбурге в рамках Международного молодежного форума «Евразия Глобал» состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и Федеральным агентством по делам молодежи. Документ предполагает сотрудничество по развитию дружественных и партнерских отношений в области государственной молодежной политики на всех уровнях. Проект меморандума был утвержден 31 мая Кабинетом министров Абхазии. Продолжаем выпуск. Выставка «Русские художники в Абхазии», приуроченная к празднованию Дня России, открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме. На экспозиции представлено 45 работ российских художников 20 века, таких признанных мастеров, как Кантарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котляров, Писарчук. Всех этих авторов объединяет то, что они жили и творили в Абхазии. С открытия выставки репортажа Рады Чачава. Главная выставка года, как говорят организаторы, представляющая особенную историческую ценность, проводится в Абхазии впервые. Выставка приурочена к празднованию Дня России. На торжественном открытии экспозиции присутствовало множество людей. Сегодня мы открываем выставку очень интересную, важную, у которой есть историческая, художественная, музейная значимость. Это выставка «Русские художники в Абхазии». Это не просто работы художников, которые жили и работали в Абхазии в это время. Это очень интересный контекст. Что происходило в Абхазии в то время, когда русские художники волею судьбы сюда приехали, кто-то по болезни, кто-то по разным обстоятельствам. Но они очень активно участвовали в жизни формирования изобразительного искусства, формирования Сухумского художественного училища. И поэтому увидеть вместе работы всех тех людей, мне кажется, имеет очень интересное и историческое значение, такое вот культурологическое сфера. Произведения художников представлены из фондов Национальной картинной галереи Абхазии. Среди них такие известные авторы, как Борис Петров, Валентин Кантарев, Ольга Брендель, Варвара Бубнова, Евгений Котляров и другие. Я хочу сказать большое спасибо. Почему? Потому что благодаря них этот проект имеет возможность и дальше продолжиться, жизнь покажет. И, как так скажем, 3 выставки мы уже провели. Большое спасибо Союзу художников, которое разрешило использовать это помещение. И, конечно же, большое спасибо вам за то, что вы интересуетесь. Организаторами выставки выступили Национальная картинная галерея, правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Дом Москвы в Сухуме, Союз художников Абхазии и Центральный выставочный зал. В первую очередь хочу выразить признательность организаторам этой чудесной выставки, Дому Москвы в Сухуме и выставочному залу за то, что они напоминают нам, каким высоким источником вдохновения является Абхазия для русских художников. Благодаря этой стране они сотворили эти прекрасные шедевры. Все работы, представленные на выставке, относятся к советскому периоду и особенно ценны как с художественной, так и с исторической точки зрения. За каждой скрывается не только талант художника, но и контекст истории нашей страны и общества. Лет 40 эти работы не экспонировались. И благодаря Дому Москвы они финансировали эту выставку. И нам удалось вот такую прекрасную выставку сегодня открыть и показывать населению Абхазии и гостям. Композиция, представленная в Центральном выставочном зале, в действительности многолика и разнообразна. Посетители выставки выразили восхищение работами художников, выставленными впервые за долгое время. Выставка просто потрясающая. Абхазия – это действительно кладезь такой вот, который смогли сохранить
течение сотни лет. И выставили сейчас вот эти неповторимые образцы, которые говорят о той культуре, которую непосредственно народ Абхазии мог сохранить, приумножить и донести ее до мира. Это наша история, это люди, которые проживали у нас в Абхазии. Ну, молодежь должна знать, нам есть кем гордиться, нам есть что показывать. Большое спасибо, что эту выставку организовали. Выставка доступна для посетителей до 17 июня. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 10 июня на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен слабый дождь, туман. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.